Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа News on Air. С вами я, Мария Гардашевская. Ну что, давайте начнем. В последние дни в социальных сетях якутяне часто делятся своими фотографиями и видео невиданного доселе небесного явления, задаваясь вопросом, что это? НЛО? Но на самом деле это не так. Просто жителям Якутии в эти дни выпала уникальная возможность увидеть парад планет Венеры и Юпитера. Астрономы называют такое сближение планет поцелуем Венеры. Астрономическое событие началось 1 марта, и в таком положении планеты останутся всю первую половину месяца. Вы, наверное, уже видели многочисленные видео, которыми делятся жители Якутии в соцсетях, поэтому сейчас мы хотим вам показать, как парад планет выглядит с небоскреба. Ежегодно 5 марта в Якутии отмечается День народного мастера. Мы уже рассказывали о том, что традиционно в этот день по центру столицы проходит торжественный парад с тысячами участников. А сегодня расскажем о событии в Меги-на-Кангаласском улусе. Там прошла встреча мастеров народного творчества, а они пришли не с пустыми руками, принесли ножи своего исполнения. Как и положено по якутской традиции, изделия благословили обрядом алгыз, поднесли духу огня оладьи. А между тем мастера бывают разные, и талант у каждого свой. Сейчас Катерина Винокурова расскажет о мастере грима. Сегодня мы находимся в гостях у художника по гриму в кино Галины Семеновой. Галя, здравствуй. Привет. Галя, расскажи, очень такая интересная профессия, да? Во многих якутских фильмах твоя рука там, да, приложена. Когда был первый опыт, в каком фильме, помнишь ли ты? Конечно, это вообще незабываемое впечатление, первая экспедиция. Меня пригласили в фильм «Дикий челлендж». Сложность заключалась в том, что у меня актеры были, как вы видели, наверное, татуированные все, да, и эти рисунки были нанесены хной в целях того, чтобы они не пропали, и можно было их обводить каждый раз. И массовые сцены, конечно, это было очень сложно для меня. Раз и на площадке сразу около 100 с лишним человек. И за всеми надо было смотреть, всех успеть отфактурить. А как вообще рождается грим? То есть это какая-то вот твоя инициатива, или вы с режиссером это обсуждаете? Сначала мы читаем сценарий, у нас есть процедура читки, и начинаем обсуждать каждого героя, да. Допустим, в сценарии прописано то, что сколько ему лет, приблизительно какая-то внешность. Потом идет уже кастинг актера, и мы уже начинаем додумывать, почему он пришел к этой жизни, да, что с ним такое случиться могло. Вот в том же «Холодном золоте», да, мы придумывали каждую мелочь персонажа. То, что он там проигрывал в карты, из-за этого за каждый проигрыш ему там отрубали пальцы. Мы решили там, один у нас был, то, что он был пироман, хотя мы не видим особо в картине вот этого вот. Мы вот с Галей уже решили на руке у меня сделать что? Ну, мы сделаем такой уже застаревший, слегка заживающий шрамик, да. А есть такая работа, которой ты особенно гордишься? Я всеми работами своими дорожу и горжусь, это очень большой труд, потому что это я сделала, да. И как бы никогда не ругаю себя за то, что что-то, но всегда есть момент, к чему придраться можно. Да, я считаю, вот как профессионал, когда смотрю со стороны свою работу, что я могла бы сделать по-другому, иначе маленько, да, что-то. И вот самая крайняя моя работа, которая вышла на экраны широкие, это «Не хороните меня без Ивана». Я его смотрела с таким удовольствием. Что прямо поняла, что да, мы сделали это все правильно.
Блеск мы можем в этой ситуации не убирать, так как такие раны обычно блестят. Блестят, Да. да. Перед моим мастер-классом в качестве рекламы мы сняли с Петей Хики, получается, ролик, наверное, очень многие его видели. Сделали персонажа из нового сериала Last of Us. В модели у нас выступал Эрхан, певец. Эта работа как бы привлекла очень большое внимание. Мы этого не ожидали в том плане, то, что здесь, если у нас по республике это особо как-то не вызвало такого большого резонанса, то, что создатели этой игры, по мотивам, который сделал сериал сам, да, они прям даже на своей страничке нас отметили и как бы похвалили нашу работу. Здорово. Спасибо тебе за твою работу. Продолжай в том же духе, вдохновения, творчества и новых открытий. И о спорте. Настала пора поговорить о главном спортивном мероприятии этого года для начинающих и юных спортсменов «Дети Азии». В Кемеровской области в эти дни проходят вторые международные зимние спортивные игры «Дети Азии», которые собрали около 1000 юных спортсменов из разных уголков мира. За свою многолетнюю историю игры стали для юных спортсменов трамплином для покорения спортивных высот, включая олимпийские. Ну а подробнее расскажет Юрий Осипов. Главные герои игр – дети. Успех мероприятия измеряется количеством юных спортсменов, принявших в них участие. Цифры говорят сами за себя. Больше 10 тысяч атлетов из более чем 30 стран Азии, многие из которых стали звездами мирового спорта. Сердечно приветствую вас, участников первых международных спортивных игр «Дети Азии». К этому результату вел долгий путь длиною более четверти века. Игры зародились в далеком 1996 году. Первый президент Якутии Михаил Ефимович Николаев выдвинул идею создания детского эквивалента Олимпиады. 19 августа 1996 года, в ознаменование столетия современного олимпийского движения, на стадионе Туймада был зажжен огонь первых международных спортивных игр «Дети Азии». И зажжен огонь. Для проведения устанавливается периодичность в 4 года, как и у Олимпиады, которая послужила прообразом для игр. Как и Олимпиада, «Дети Азии» стали ориентиром, ведущим юных атлетов к спортивным идеалам. В первых играх приняли участие 250 юных спортсменов из 7 стран и нескольких регионов России. Вторые игры собрали уже 1178 юных атлетов из 13 стран и более 20 субъектов России. Эта тенденция продолжилась и в 2004 году. В третьих играх поучаствовали более 1500 спортсменов, представляющих флаги 14 стран и 26 регионов. Уже на четвертых играх в борьбу за медали вступили 1854 спортсмена из 16 стран. Пятые игры – 27 стран и более 2000 участников. Шестые игры собрали уже около 3000 участников из 35 стран. Следующие игры должны были пройти в 2020-м, но вмешалась пандемия, и они были отложены на неопределенный срок. Однако в 2022 году они буквально возродились. Седьмые игры с триумфом прошли во Владивостоке, тем самым расширив географию не только участников, но и место проведения. Я считаю, что игры прошли на достойном, хорошем уровне, при хорошей конкуренции, которая могла быть на вот именно тот момент, в той ситуации, так скажем. Сегодня «Дети Азии» — это не только летние и зимние игры, но и ряд проектов, направленных прежде всего на развитие детского и юношеского спорта. В рамках проекта проводится международный саммит молодых профессионалов, а также целый перечень образовательных программ по отдельным видам спорта. Детские игры должны быть вне политики. Они должны именно объединяющие. Мы всегда говорим, дети – будущее планеты. Так они символизируют и эти игры. Поэтому человечество должно понимать это и, конечно, принимать активное участие в этом детском спортивном движении. Сейчас в Кемеровской области проходят уже вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии».
Они стали еще одним вызовом, так как впервые за годы проведения соревнования проходят одновременно в 4 городах. Это можно считать еще одной вершиной, покоренной на пути к спортивному пьедесталу. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Свои интересные новости присылайте на наш телеграм-канал, и мы с удовольствием поделимся ими с нашими зрителями. Ну, я на этом прощаюсь с вами, но ненадолго. Увидимся в эфире.